Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие мои зрители, гости канала. Давайте сегодня посмотрим такую тему. Ваш любимый, ваш избранник. Какие перспективы ждут вас, вашу пару в будущем? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, посмотрите на песочек, загадайте на себя и на того, кто вам люб, кто вам нравится. И давайте будем смотреть. Я убираю Назар. Прошу высшей силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. И давайте же посмотрим, что же за перспективы с вашим избранником у вас могут в будущем быть. Ох, вы разные, очень разные, абсолютно разные, на друг друга не похожи. Не похожи, да. По-моему, у Агутина была такая музыка «Не похожа на тебя». Угу. Вот она, ваша любовь. Вот они, ваши чувства. Вы, значит, в одну сторону смотрите, а он смотрит в другую. Кстати, девочки, у вас вот рыбий хвостик выходит. То есть вы где-то даже заблуждаетесь, да? Заблуждаетесь относительно этого человека, либо видите его, знаете, вот в таких вот в подсветке, да, то есть только самые лучшие его стороны, его черты, может быть, даже мысленно наделяете его каким-то излишним, там, не знаю, героизмом, допустим, либо какими-то качествами, которыми он не обладает. Здесь хвостик этот нужно отбросить как можно раньше, иначе можете немножечко разочароваться в этом человеке. Он обычный мужчина, не дать не взять, обычный. Среднестатистически, даже так можно сказать. То есть не герой в сияющих доспехах, не какой-то там, не знаю, там Рэмбо не спасет мир, да, от астероида и там не вылечит всех от новомодной болезни. Обычный мужчина с обычным ходом мыслей, с обычным подходом стандартным к ситуациям, к семье, к отношениям, со своими страхами, со своими сомнениями, со своими переживаниями. Человек живой. Живой человек, вот такой вот он. Да, конечно, тот, кто только начал встречаться, общаться, здесь, конечно, вау, да, эффект от этого человека. Но поверьте, он такой же, как и вы. Где-то там боится, где-то смущается, где-то переживает, где-то даже ленится. Обычный. Вот, вы, мои девочки, вот прям его боготворите. Вот прям идеальный, самый лучший. Может быть, долго от него ждали знака внимания, да, вот прям, какая-то эйфория у кого-то отыграется. Вот прям эйфория, розовые очки, все прекрасно. Чтобы не было потом мучительно больно, отбросьте эти розовые очки, не допускайте момента, чтобы они разбились, причем стеклами вовнутрь, не надо. Здесь, конечно, вы не расстанетесь, но осадочек останется. Вот этот момент я вижу. Мужчина, кстати, намного проще в отношениях. Почему, например, отношения не складывались, где-то, может быть, там затяжка была, но опять же таки это у него идет. Потому что он, вот как бы вам это правильно объяснить? Вот что я вижу с вашей стороны. Я вижу, что вы и тактик, и стратег. То есть вы мыслите масштабно, да, проектами. А он мелкими шагами, да, какими-то мелкими там от одного до другого там дерева добежал, да, уже путь прошел. То есть ему нужны конкретные цели, он не умеет фокусировать свое внимание на все и сразу. То есть человек немножечко вот в этом плане от вас отстает. Но с другой стороны, пусть медленно, но надежно он движется вперед. То есть он не мечтатель, он больше, вот знаете, как практик. Если вы там мечтатель-теоретик, то он больше как практик отыграется. Но на самом деле я не хочу никого из вас обидеть. Просто, действительно, вы разные. И подход у вас к жизни разный, и отношения у вас разные. Плохо ли это? Нет, это не плохо, это даже интересно. Потому что ваша жизнь, это вот смотрите, колоски, которые прорастают, это учеба. Да, вот даже если в целом абстрагироваться, вот смотрите, у вас такой один колосок прекрасный выходит. То есть вы у друг друга будете учиться и друг друга будете дополнять. Легкие ли это отношения? Я бы не сказала. Сложные ли эти отношения? Тоже бы не сказала. Здесь будет все.
Все, вот прям все, что могут люди испытать в чувствах, в эмоциях, вы испытаете. Тут будет и большая радость, большое счастье, большое наслаждение, и также могут быть какие-то разочарования, какое-то, вот знаете, пренебрежение, что нет, неправильно говорю, раздражение может быть друг от друга, да, какой-то вот уход в себя, непонимание. Это все будет в вашей жизни. Здесь отношения житейские. Здесь отношения, вот как можно сказать, сложная жизнь, либо тяжелая. Да? Жизнь она и есть. То есть вы испытаете калейдоскоп эмоций с этим человеком. Все пройдете. И ревность будет, и какие-то, может быть, обидки будут. Все будет. Но эти отношения, чем они хороши? Тем, что они и вас подтянут, и его подтянут. Если вы, пройдя все эти вот ваши трудности и радости, сохраните свою семью, да, сойдете все-таки в семью, будете душа в душу жить, то здесь прекрасная награда. Здесь два человека становятся одним. Это замечательно. Но опять же таки, да, есть такие ситуации, когда любящие люди, не находя общий язык, расходятся, разбегаются, разводятся. Такое тоже может быть. Здесь я четко не могу сказать, как все сложится. Я вижу две картинки. Я вижу и вас, и его. Я вижу, что вы можете быть как вместе, вот счастливый брак до конца, душа в душу, да, и в один день. Вы знаете, как сошлись, так всю жизнь и прожили вместе. И вижу такую картинку, как люди могут просто устать в какой-то момент из-за каких-то эмоций, да, просто разойтись по разным сторонам. Но если разойдетесь, будете сожалеть, это будет как фатальный шаг в вашей жизни. Но, скорее всего, гордость потом не позволит заново сойтись. Вот мужчина, которого вы загадали, вот у него за спиной женщины стоят. Женщины. Здесь могут быть и мамы, бабушки, там, бывшие, какие-то женщины. Женщины, которые так или иначе сформировали его личность. Может быть, там какая-то первая любовь повлияла, там, вторая, я не знаю, может, жена была, да, с какими-то садистскими наклонностями, либо наоборот, слишком там тихушная, молчаливая. То есть он идет у меня уже как со своим мнением, и мнение его таково. Я фактически зависим от женщин, либо женщины очень сильно на меня влияют. Он, может быть, этого не признает, но он с этим живет. Как-то так. У вас же желание иметь мужика, вот прям в прямом смысле слова, чтобы прям был, может быть, резкий, дерзкий, да, но при этом выполнял все свои мужские обязанности. Этот человек не такой. Вот я вам сразу говорю, он не такой. Он не железнобетонный, да, то есть он не стержень. Он скорее как оболочка, наверное, да. То есть этого человека нужно будет все-таки подтягивать, подучивать, как-то вот его направлять. Ну, направлять как-то этично. Потому что он у вас тоже с характером, да, такой характерный мужчина. Если вы ждете, что он в отношениях вот прям пригласил вас в эти отношения, да, и все прям от начала до конца сделал, да, через всю жизнь вас провел, везде там все мужские свои дела поделал, молодец, отличился. Так не будет. Здесь именно партнерский союз двух сильных людей. Вы тоже должны жить не надеждами, ожиданиями, а действительно мужчину своего подталкивать. Потому что такой-то он, недогадливый. Да? То есть догадайся, милый, мол, сам. Нет, здесь такое не пройдет. Никогда не догадается. Даже больше я вам скажу, обидеться, что не сказали прямо в лицо. Вот этот момент я вижу. Что здесь хорошо? Да то, что вы классные вдвоем, вы друг другу хорошо заходите. Вот интимная жизнь тут, конечно, просто бомба. Да? Здесь все хорошо будет, ярко, жарко, регулярно. Но что касается житейских вот этих вот вопросов, здесь, конечно, есть подводные камни. По-разному вы все-таки видите расходы в семье, по-разному вы видите какой-то семейный, может быть, очаг, уют. Например, вам нравится там маленький уютный домик, да, а он там желает жить где-то в Сити, да, причем в самом центре. Пусть он там говорит, пусть это будет маленькая комнатка, но я буду жить в центре, там, где жизнь, там, где народ и прочее, прочее.
задача. Вы говорите, нет, а как же, а семья, там детки пойдут, нужно, чтобы была школа, там садик, парк, да? Какие-то такие вещи вас будут разъединять. Но здесь большой плюс у мужчины, потому что мужчина, если ему все вот прям, знаете, по полочкам разложить, сказать, зачем, почему, от чего, без психа, без надрыва, без обиды, а вот именно по полочкам, он может согласиться и сказать, ну да, ты права, там, почешет себя за головой, скажет, ну да, ну логично, я хочу, чтобы дети там на природе жили, да, то есть здесь все возможно. Но с вашей стороны, вот меня смущает, вот именно с девочек стороны смущает, ну какая-то вот, знаете, как бы это правильно сказать, чтобы вас не обидеть. Да я сама, в принципе, такой человек, поэтому вот крутится в голове слово, но оно плохое, я не буду его говорить. Вы такая, ну не капризная, нет, не капризная, а вот ну, хрустальная, что ли, да. То есть, смотрите, получается так, вы у меня, положившись на мужчину, считаете, что вот мой мужчина, он все должен делать. Угадывать, предсказывать, я не знаю, предугадывать. Да? Нет, он этого делать не будет. Вы должны не стесняться, да, вы стеснительная, вот стеснительная в отношениях, вы должны не стесняться, а прямо говорить. Я хочу так, потому что так. Перечислили. Либо мне не нравится то и то. Почему? Потому что вот так. Все должны вот так проговорить. Если вы будете это делать, отношения будут прекрасные. Прекрасные. И может быть где-то вы, да, может в чем-то там неправы, заблуждаетесь. Мужчина вам там объяснит. Тоже очень корректно, очень доходчиво. Но если вы будете вот уходить в себя, молчать, отмалчиваться, закрываться от него, там еще, не дай бог, там в интимной жизни отказывать, здесь, конечно же, ну, будут проблемки, причем чем дальше, тем больше. Вот. Что хочу я вам донести. Здесь все может сложиться. Здесь не зря мне показали два варианта. Все может сложиться. И любовь, и счастье, и будущее, и жизнь такая долгая, счастливая, душа в душу. Но если вы не будете работать над собой, если вы не будете где-то уступать, может быть, своему мужчине, либо где-то делать над собой усилия, чтобы, да, что-то ему там объяснить, либо сказать, там, поборите свою вот эту стеснительность врожденную, да, то лучше не надо. Потому что здесь, прям, знаете, как по нисходящей пойдут ваши отношения. Чем больше обид, тем больше это все будет накапливаться. Не зря я вам сказала, что он просто человек, обычный человек, который тоже может и смущаться, и переживать, и страдать, и тоже комплексовать. Это все возможно. Кому подойдет эта отсыпка, да? Для кого идеально зайдет? Для женщины, которая у меня опытная, да, вот, что были отношения, причем если вот прям тяжелые были в прошлом отношения, может быть, брак тяжелый за спиной стоит, либо жизнь тяжелая была, что вот прям сама, как лошадка, да, запряглась и всю жизнь тащила. Вот для вас подойдет, потому что вот эти ваши трудности, они вас закалили и где-то даже позволили приобрести какую-то дополнительную свободу. Свободу в общении, какие-то, может быть, ужимки ушли, какие-то, может быть, там стесняшки ушли. Вот вам строить эти отношения. Если вы девушка молодая, либо если вы девушка наивная в душе, да, вот такая прям ждете того самого рыцаря без страха и укора, ну, скорее всего, не стоит. Потому что здесь вот разочарованием попахивает. Но для сильной, стабильной женщины, да, вы здесь сможете себя где-то преодолеть и действительно построить хорошие, крепкие отношения. Вот так вот, мои дорогие. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.